Меня интересует то, что дает пищу для размышлений, вызывает желание меняться, дает мне силы, бодрость, помогает обрести почву под ногами. Я журналист. И почти 10 лет мои профессиональные интересы связаны с темой АПК. Участие в новом проекте «Казату» – это возможность взглянуть на АПК по-новому. Оружие, способное завоевать мир без единого выстрела. Ресурс, без которого человек не обойдется ни при каких, даже фантастических технологиях. А если говорить языком сегодняшних реалий, карантин карантином, а кушать хочется всегда. Здравствуйте, это «Агросреда». Меня зовут Зульфия Тимиргалиева. Я веду программу из студии «Казату» Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина. Сегодня в программе. Кукуруза как неисчерпаемый источник глубокой переработки. Мы выпускаем 29 видов продукции из одной кукурузы. Технологический успех ученых под названием мальтодекстрин. Который на территории СНГ не производят. Что нужно еще, когда научный проект востребован? Для полного счастья я желаю, чтобы мы выиграли проект коммерциализации. В середине прошлого века в СССР разразилась лихорадка, которая вошла в историю советского сельского хозяйства как кукурузная. Любимую культуру американских фермеров в Союзе начали всячески популяризировать. Причем не только на полях, но даже и на экранах кинотеатров. Я культура хлебная, я еще потребная, я и новый батон, и бумага, и картон. Распивай шоколад, карамель и мармелад. И тому подобное, я на все способная. Кукурузу в СССР начали выращивать с легкой, но властной руки Никиты Сергеевича Хрущева. Когда американский фермер Россел Гаррет рассказал ему, что эта культура – бесценная кладезь для получения самых различных продуктов, у советского руководителя разгорелись глаза. Сегодня опыт казахстанских предприятий, которые занимаются переработкой кукурузы, показывает, заокеанский фермер не преувеличивал. Чтобы в этом убедиться, давайте мы отправимся в город Жаркент. Там находится завод по глубокой переработке зерна кукурузы. С высоты птичьего полета Жаркентский крахмалопаточный завод выглядит так же, как и его собратья – профильные предприятия в США и Китае. В странах, которые считаются лидерами в переработке кукурузы. Впрочем, и внутри этот завод вполне футуристичный. Во всем просматриваются контуры высокотехнологичного предприятия, где производственный процесс скрыт от глаз. Все оборудование практически импортное, да, то есть австрийское оборудование, немецкое оборудование. У нас автоматизация сегодня достигла до 98%. Конечно, для этого была проведена огромная работа. Поэтому прежде, чем был составлен бизнес-план, анализировались подобные предприятия за рубежом и определялась продукция, с которой завод мог выйти на рынок. В итоге проект консультировали лучшие мировые специалисты. Когда мы строили этот завод, естественно, мы все это мониторили, делали маркетинг и определили, что вот эти продукты нужны для того, чтобы мы могли конкурировать с такими компаниями. Изначально здесь выпускали 12 видов продукции, сегодня 29. И это не предел. Американцы не случайно называют кукурузу «золотой жилой переработки». Сфера применения просто огромная, начиная от таблеток, которые мы ежедневно, будем говорить, на сегодняшний день принимаем, да, кончая бумажной промышленности и текстиля. Да, в каждом текстиле есть крахмал. Крахмалопаточная продукция, которую здесь производят, сегодня востребована самыми разными предприятиями. Например, глюкозно-фруктозный сироп пользуется спросом у кондитеров, поскольку он прекрасная альтернатива сахару. Благодаря этому продукту, помимо сладкого вкуса, кондитерские изделия обретают нежную текстуру и долго сохраняют свежесть. Вот 2 года прошло, сегодня практически на 100% мы вывели рынок, то есть заменили сахар на глюкозно-фруктозный сироп. Есть своя потребительская ниша и у сельского хозяйства. Белок кукурузного зерна, глютен,
богат аминокислотами, которые необходимы для быстрого роста цыплят. И эту продукцию раскупают птицефабрики. О востребованности продукции и самодостаточности производства говорит тот факт, что этот завод во время пандемии не бездействовал, а полноценно функционировал. Потому что мы работаем на казахстанском сырье и за казахстанский тенге. Мы не работаем за доллары. Да, для нас не существует границ автотранспорта, да, там и так далее. У нас 100% сырье и производство Made in Казахстан. Ритм производства стабилен, все торговые предложения отвечают спросу. И продукция конкурентоспособна не только на внутреннем, но и экспортном рынке. Более 60% от общего объема поставляется в другие страны – в Россию, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Китай. Но мы сегодня используем всего 20% потенциала кукурузы, поэтому вот сейчас мы ведем разговор о мальтодектрозе. Время проходит, технологии совершенствуются, а вместе с ними появляются и новые продукты. В одной из лабораторий нашего университета был разработан научно-технологический проект получения мальтодекстрина. Все подробности у корреспондента «Агросреды». предыстория этого проекта напрямую связана с планами Жаркентского завода. Как высокотехнологичное предприятие, которое нацелено на постоянное развитие, завод решил расширить свою торговую линейку. Через Министерство сельского хозяйства компания сделала заявку на разработку технологий производства 2 новых продуктов. Необходимо было разработать технологию лимонной кислоты и технологию производства мальтодекстринов из крахмала. Так как я уже занимаюсь на протяжении 10 лет глубокой как раз исследованием в области глубокой переработки, это мне было, конечно же, интересно. Во всеобщем конкурсе проектов, объявленном Министерством сельского хозяйства, в рамках программы целевого финансирования проект «Казату» занял 3-е место, а в спецификации «Переработка сельхозпродукции» — 1-е. Крахмал, как полисахарид, я его давно изучаю, и получение этих веществ для меня было, конечно, это счастье работать и выполнять такую научно-исследовательскую работу. Я еду на это предприятие, говорю, что я буду выполнять, договариваюсь о том, какое будет софинансирование с их стороны. Гульназым Оспанкуловой, как автору проекта и руководителю этой научно-технической программы, университет доверил самой выбирать команду. Сегодня для меня радость работать с этими ребятами, у которых очень высокий интеллект, большие знания. Уже несмотря на то, что они такие молодые, они очень перспективные. А молодые ученые, в свою очередь, гордятся тем, что они работали над перспективным проектом, используя возможности лучшего в Казахстане профильного оборудования. Вы смотрите на какой-нибудь прибор, а он стоит как квартира. И никто на нем больше никогда не работал. Речь идет об этом анализаторе от компании Purton Instruments, с помощью которого определяется вязкость крахмала. И это только один из приборов лаборатории Казату, где проводятся физико-химические исследования пищевой продукции. Специально для нас Ернас провел экскурсию, чтобы мы увидели, как в лабораторных условиях получают мальтодекстрин. То, чем мы занимаемся, это продукт неполного гидролиза крахмала, то есть мальтодекстрины. Это, грубо говоря, средняя стадия между крахмальной суспензией и глюкозным сиропом. Мальтодекстрины это является продуктом модификации крахмала, который на территории СНГ не производят. Крахмалопаточные заводы это все делают в огромных чанах, в них все не видно, и они не имеют возможности, как мы, смотреть, в частности, на процесс, как физики любят говорить, сферически в вакууме. Мы его видим от начала и до конца. Мы его можем полностью контролировать и с уверенностью заявлять, как потом этот процесс можно будет внедрить на производство или же улучшить то, что происходит сейчас на производстве. Только что мы видели, как распылительная сушилка сушит раствор мальтодекстринов. Помпа выкачивает раствор мальтодекстрина и ведет его сюда, в иглу. И игла из нее выводит сам раствор под компрессором и воздухом.
Далее этот раствор попадает уже распыленный в камеру, в которой температура содержится такая, какую мы устанавливаем. Она сушится и попадает сюда. Отсюда воздух выходит наверх и на улицу, а сам продукт оседает в сборнике. На вид обычный порошок, но на самом деле мальтодекстрин – это многокомпонентный и весьма ценный ингредиент. От него зависят вкус, консистенция, внешний вид и длительность хранения многих продуктов питания, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Новый проект успешно прошел апробацию в лабораторных условиях и остальное дело техники. То есть речь идет о внедрении технологий в промышленных масштабах. В сентябре сотрудники нашего университета провели занятия в учебном центре Жаркентского завода. Что ожидают от этого сотрудничества обе стороны? Снова возвращаемся в Жаркент. У руководства Жаркентского крахмалопаточного завода ожидания от освоения нового продукта самые радужные. Самое главное, нашим людям дает уверенность в том, что компания двигается, да? Внедрение технологии мальтодекстрина – это выход на более высокий уровень глубокой переработки и возможность расширения рынка. Дело в том, что мальтодекстрин сегодня очень востребован на рынке пищевой продукции, но стран-производителей не так уж и много. Например, Казахстан его вынужден импортировать. Мальтодекстрин используют при производстве различных видов кондитерских изделий, колбасных изделий, фруктовых консервов, молочных продуктов. Особенно востребован на рынке кукурузный мальтодекстрин. Его преимущество в том, что в отличие от пшеничного, он не содержит глютен. Процесс получения мальтодекстрина отличается от производства патоки, поэтому прежде чем приступить к выпуску нового продукта, заводу нужно было подготовить свой персонал. По повышению квалификации здесь у нас, конечно, стал огромный вопрос. Да? У нас есть технологи, они знают только какие-то определенные, будем говорить, вещи. Теперь мы должны найти статусом и знанием выше, чем наш технолог. На предприятии еще 2 года назад предусмотрели необходимость дуального обучения, и в рекордные сроки был открыт учебный центр. И все это время он работал. Именно здесь, осенью 2020 года, ученые Казахского агротехнического университета провели учебный семинар для лаборантов крахмалопаточного завода. Автор проекта, кандидат биологических наук Гульназым Успанкулова, считает, что польза от такого сотрудничества взаимная. Потому что мы имеем возможность всегда заходить на это предприятие и отрабатывать какую-то часть режима, допустим, при отработке своих технологий, при разработке их технологий. Вот. И поэтому для нас это, конечно, большое счастье, когда наша технология воплощается в жизнь, получается, и внедряется в производство, и производитель дальше будет выпускать нашу продукцию, продавать куда-то там на экспорт. После внедрения в производство мальтодекстрина завод планирует освоить еще одну новую технологию – получение лимонной кислоты. И такая перспектива обещает продолжение сотрудничества с университетом. Это как раз об этом сегодня идет речь, да? Что, будем говорить, наука и производство, они неделимы, они должны работать в одной плоскости. Что касается ученых университета, то их планы вполне прагматичны. Исследования проведены, технология апробирована, обучение специалистов прошло успешно. Теперь остается завершающий этап. Для полного счастья я желаю, чтобы мы выиграли проект коммерциализации и дальше внедрили это вот в производство, и чтобы могли выпускать эту продукцию, и она приносила действительно какой-то эффект и пользу. На этом все. С вами была Зульфия Тимиргалиева. До встречи в студии Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина в следующую среду. Казату маған өмірге үлкен жетістікті жолдама берді. Казату для меня – это пространство, где могут осуществляться мои идеи. Казату гис-центр мен үшін болашақтың баспалдағы. Казату – это возможность увидеть реальные плоды своей научной работы.
Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина. Здесь будущее становится реальностью.